Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на мужчину. Давайте посмотрим его срочное сообщение для вас. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, и пусть его сообщение вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, здесь мужчина такой перевозбужденный. Думает, вот прямо сейчас он думает о вас, он вас представляет. Мужчина хотел бы вам сказать о своей любви, о своей привязанности, о своей преданности и о какой-то мечте. Вот у него есть мечта, вот связанная с ним и с вами. Может быть, куда-то вместе поехать, вместе где-то побывать, может быть, куда-то вас пригласить, просто быть вместе в конце концов. Прям переполняют его чувства и эмоции. Прям бабочки, видите, бабочки у него в животе. И он именно сейчас, когда вы загадали, зашли на мою отсыпку, он думает о вас. И, кстати, я думаю, что вы тоже о нем вспоминали, вы тоже о нем волновались. Да, у мужчины к вам любовь, у кого-то отыграется, что прям любовь любовная, у кого-то мужчина очень сильно влюбляется. И вот это состояние пресловутых бабочек у него. Тем более сейчас, когда он думает о вас. Что бы он хотел вам сказать? Ну, признаться в любви. Он бы хотел вам признаться в любви. Он хотел бы вам открыть свое сердце, чтобы вы заглянули и увидели, как сильно он вас любит, как сильно вы ему нужна. Что нет там никаких других женщин, что другие женщины его совершенно не интересуют. Я вам даже больше скажу, он даже как будто бы интерес к друзьям потерял. Если раньше друзья для него были самой важной частью в жизни, то теперь как бы и не интересуют. Теперь вы самое главное в его жизни. Вот если его сейчас вы позовете, либо друзья позовут, не знаю, на пиво, на футбол, он 100% откажет друзьям и просто в припрыжку побежит к вам. Еще, мои хорошие, вот я вижу, что мужчина для вас что-то приготовил, как какой-то подарок или сюрприз. А еще у кого-то отыграется, что мужчина вам недавно что-то обещал. То есть он дал вам слово, он пообещал, и он уже это приготовил. Ну, допустим, мужчина пообещал денег дать, да, либо куда-то вас отвезти, либо с вами время провести, либо какой-то подарок вам купить. Но он уже приготовил. Буквально в следующую встречу он обязательно вам об этом и сообщит, и покажет, и сделает этот сюрприз. Кстати, мужчина очень надеется, что вам понравится. Понравится то, что он для вас приготовил. Готовил, сразу говорю, с любовью. Сюрприз готовил с любовью, с большой нежностью. И, конечно, с нервами, потому что очень переживает, как понравится, не понравится, угодил, не угодил. Мне вообще идет, что вы единственная женщина, для которой он готовил сюрпризы. Как-то с другими, с бывшими, например, у него такого не было. У него не было желания их удивлять, не было желания их радовать. И вообще он как-то наотмашь, с ними обращался, поступал. А вот когда он думает о вас, у него аж прям, знаете, ток на кончиках пальцев идет, эти бабочки летают, и он как трепетать начинает, очень сильно переживает. Хочется вас радовать, хочется видеть вашу улыбку, хочется видеть блеск ваших глаз, понимаете, глаза у вас какие-то особо очаровательные, ему так нравится заглядывать в ваши глаза, он прям чувствует, что он в них тонет. Таких ассоциаций, таких ощущений он раньше никогда и ни с кем не испытывал. И еще, девочки, он хотел бы с вами поговорить по поводу какой-то разницы. Между вами явно есть разница, либо у кого-то так отыграется. Допустим, разница в возрасте. Может быть, мужчина младше, женщина старше. Может быть, наоборот, мужчина сильно старше, женщина младше. Может быть, он не свободен, либо вы не свободны. Какая-то разница есть. Он хотел бы поговорить о том, что это все не важно.
что для любви нет преград, и чтобы вы совсем об этом не думали и не переживали. То есть для него это ничто. Вот. И чтобы вы тоже не переживали. Эта разница, она только лишь как бы в голове. Да? Если о ней не думать, то ее и незаметно. Еще мужчина хотел бы вас предупредить, сказать вам о какой-то женщине. Эта женщина, она за ним то ли бегает, то ли она ревнует. Может быть, это бывшая, да, которая до сих пор за ним бегает, никак отстать от него не может. Может быть, это ревнивая мама, которая против вас настроена, да, боится, что сыночку корзиночку теряет. Он хотел бы вас предупредить, чтобы вы с этой женщиной не общались, и уж тем более ей не верили. Потому что эта женщина ради своих целей что угодно может говорить. То есть она может врать, причем врать достаточно убедительно, и говорить страшные вещи, которых на самом деле не было. Я не знаю, может быть, он вас предупреждал раньше, может быть, не успел вас предупредить. Но вот явно идет, что он боится, что какая-то женщина к вам придет и может вас обидеть, наговорить вам гадостей, может попытаться настроить вас против него, либо, в принципе, вам угрожать, чтобы вы от него отказались, да, чтобы вы перестали с ним общаться. Это не у всех отыграется, это прям нескольких человек такое может отыграться. Он эту женщину прекрасно знает, он с ней говорил, но, видимо, там разговор не сложился. И он такой, надо предупредить, да, предупредить, чтобы она не слушала, не верила и избегала общения. Еще, мои хорошие, мужчина в своем сообщении хотел бы вам передать, что он вас ревнует, и ревнует очень сильно, что ему вас очень сильно не хватает. То ли вы вместе мало времени проводите, опять же, это разные ситуации бывают. Может, вы работаете, он работает, работаете в разных местах, да, не всегда хватает часов в сутках, чтобы встретиться. Может быть, вы в интернете с ним общаетесь, да, и он не знает, как вы, что вы, и очень вас, и ревнует, да, и не хватает, потому что хотелось бы, больше личного контакта, больше времени проводить вместе. Вот. Хотела бы вас попросить, чтобы вы его не бросали, чтобы вы на других мужчин не смотрели, чтобы вы про него не забывали. Знаете, буквально говорит, что вот если ты меня бросишь, у меня не будет смысла продолжать жить. То есть я зачахну, я не справлюсь, я не смогу просто существовать. Не то чтобы с другой женщиной отношения иметь, он просто не сможет существовать. То есть он буквально вас умоляет, да, его не бросать и на других мужчин не смотреть, не заглядываться, потому что на кону как будто бы его жизнь. Слушайте, прям романтическая романтика. И еще мужчина говорит, что вы центр его вселенной, потому что вот все его стрелки жизненные, все его жизненные ориентиры, они как бы на вас направлены. То есть нет у него никаких больше в жизни интересов, вообще ничего не интересно, кроме вас. И он хотел бы, чтобы вы побольше и почаще говорили ему о своих чувствах, о том, что вам нравится, что не нравится. Ему хочется вас лучше узнать, потому что вы в сегодняшнем дне очень такая закрытая, скрытная, и совершенно непонятно, что вы на самом деле к нему испытываете, готовы ли вы впустить его в свою жизнь. Готовы ли вы ему довериться, да, вот как-то так, говорит, закрытая книга, я не понимаю, да, она очаровательная, но я не понимаю, что у нее на уме, я не понимаю, что ей нравится, что не нравится. Я все время действую как будто бы наугад, как будто бы, знаете, этот сапер. Вот. И тоже непонятно по вашим реакциям, как вы к чему относитесь. Может быть, вы такая скромная девушка, и вы действительно не транслируете, да, что вы считаете правильным, что неправильным. А может быть, вам просто все нравится, вы улыбаетесь ему, а он не понимает, что это за улыбка. Это улыбка принятия, либо снисхождения. Так, еще мужчина хотел бы вам сказать о том, что вы как кошка. Не знаю, это, наверное, скорее всего, какой-то комплимент, да, потому что здесь кошечка такая красивая, изящная показана. Может быть, он вас называет кошечкой, да, либо котенком, да, типа мой котенок, моя кошечка. Тут скорее, да, о том, что вы ему напоминаете такую прекрасную, гордую кошечку. Очень красивую, изящную, когда ей надо, очень ласковую, но гуляющую, как сама по себе, да, кошечка гуляет. Хочется ему вас защищать, хочется ему...
Ну, чтобы весь мир знал, что вы его женщина, а он ваш мужчина. Девушки, которые в любовном треугольнике, скорее всего, ну, если вот мужчина не свободен, да, вот если это любовный треугольник, мужчина не свободен, он вам буквально вот хочет донести в своем сообщении, что он готов пойти на крайние меры, он занимается этим вопросом, он изучает этот вопрос. То есть ему ничего не надо, ему нужны только лишь вы. Вот. И никакие деньги, статусы, положения, там, не знаю, эти обязанности, штампы в паспорте, ничего его не сможет остановить. То есть ради вас он готов поменять всю свою жизнь, чего бы это ему не стоило. Если любовный треугольник и вы не свободны, то мужчина просто вот он пламенеет, когда видит вашего мужа, либо думает, что вы со своим мужем время проводите. И он как бы говорит: я буквально приложу все свои усилия, вот землю буду есть, лишь бы, ну, ты моя стала, да, то есть, чтобы довести вас до развода, ну и жениться на вас. Ему не интересны отношения тайные, ему нужны отношения явные. Он вас любит, он вами гордится. И ему хочется, чтобы каждый человек знал, что вы его женщина, а он ваш мужчина. Да, вы ему нужны. Нужны для счастья, для любви, для будущего. Ведь именно только с вами он начал понимать, что такое жить, жить по-настоящему, жить в радость, в удовольствие, с улыбкой засыпать, с улыбкой просыпаться, мечтать о будущем. Да? Вот именно только с вами он это познал. У кого-то еще отыграется, что мужчина очень хочет ребенка от вас. Прям такой: роди мне ребенка, я хочу ребенка, чтобы на тебя был похож. Прям очень сильно хочет. Так, еще в сообщении тут про какие-то, ну не знаю, деньги все-таки, да, скорее всего, какие-то деньги. То ли он деньги на вас решил тратить, то ли вам нужны были деньги, и он такой, типа: я найду эти деньги, я тебе дам деньги. Буквально здесь так, что типа: не переживай, не беспокойся, я деньгами тебя обеспечу, да, либо я дам тебе деньги, я заплачу, да, я потрачу на тебя деньги. Деньги у него уже есть. То есть он их уже как бы либо снял, либо заработал. Ну, понятно, что вы разные, каждый по-своему отыграется. Буквально вот в кармане у него лежат. И чтобы вы не переживали по поводу денег. Не будет жадничать, ему для вас вообще ничего не жалко. Вот сколько ни попроси, не знаю, там пойдет орган какой-нибудь продаст, лишь бы вам дать, ну, потому что хочется делать широкие жесты, хочется быть вашим рыцарем без страха и укора. Еще он говорит, что вы для него как будто бы ангел удачи. Говорит о том, что благодаря вам как-то больше удачи, везения в его жизни. Ну, может быть, в прямом смысле слова, да, вот любовь, она окрыляет, любовь, она как младшая сестра финансов, денег, да. То есть любовная энергия и финансовая энергия, они очень похожи. И вот он говорит: ты мне удачу приносишь. Может быть, поэтому. А может быть, вы ему давали какие-то мудрые советы, подсказки, да, какие-то наставления. Он этим пользуется, и он видит, что да, вот теперь я становлюсь удачливым, потому что меня предупреждают, потому что мне глаза открывают, потому что мне говорят то, о чем я раньше никогда не думал. Да? Может быть, вашими подсказками он действительно улучшает текущее положение вещей. Еще, мои хорошие, здесь показано, что мужчина хотел бы с вами вот прям уединения. Уж не знаю, о чем речь, но хотя да, догадываюсь. Так, чтобы вы и он, и больше никого. Вот он об этом мечтает, он хочет вам это предложить, и у кого-то отыграется, что вот куда-то вместе поехать, там, где вы будете вдвоем, а у кого-то, возможно, просто вот вместе время провести, там, где, ну, не будет лишних людей, там, не где-то там в ресторане, в баре, а именно, не знаю, в гостинице, допустим, либо у него дома, либо у вас дома. Ну, вот как без лишних людей. Хочется уединиться с вами. Также, девочки, в сообщении написано, что он практически готов раскрыть перед вами какие-то карты, тайны. Не могу понять, что, может, документы какие-то вам показать. Может быть, у него есть тайна, может быть, он вам не все про себя рассказал. И вот сейчас он практически готов. И
Он считает, что это правильно, что это обязательно, что нужно именно вам все рассказать. Может быть, были такие моменты, когда вы его о чем-то спрашивали, он был не готов, он не мог, он стеснялся, либо переживал, может быть, там расчувствовался, и, может быть, повел себя не очень красиво, да, просто сказал, что нет, я не могу рассказать, либо я не буду говорить. Вот, а теперь он готов. Скорее всего, потому что он вам сейчас очень верит, он вам доверяет и даже вот будет вам какую-то тайну свою рассказывать. Как бы тайна потом. Сначала любовь, потом будет рассказ о тайне, потому что соскучился. Мне идет, что он очень сильно соскучился. Даже если вы расстались там буквально сегодня утром, он все равно уже очень сильно по вам соскучился. Для него там нахождение вдали от вас на работе — это сродни пытки. Да? Он такой: боже, как же мне плохо. Я хочу к ней, я не могу без нее. Вот как, знаете, кислорода не хватает. Тяжело. Мужчина в самой красивой своей ипостаси. Он влюблен, он любит. У него вот эти бабочки, искорки. Он окрылен. Просто, знаете, очень мило смотреть на этого мужчину. Я не знаю, какой он в быту. Я не знаю, что будет через несколько лет в ваших отношениях. Но сейчас он влюблен, он счастлив. И он вам об этом в своем сообщении кричит. Прям кричит, что я люблю тебя, ты у меня единственная, ты самая прекрасная, неповторимая кошечка. Да, не знаю, почему он вас кошечкой показывал. Может, вы ему какие-то там акробатические этюды показывали. И он такой: о, какая она гибкая, какая она грациозная. А может быть, у вас какие-то ролевые эти игры были, да, и он вас в латексе увидел. Такой: боже, все, горю, с ума схожу. Так, еще один момент в сообщении. Видите, вот этих двух птиц. Вот одна птица, а вот другая птица. Мне вот почему-то кажется, что мужчина то ли стихи для вас пишет, то ли, может, музыку сочиняет, там песни придумывает. Что-то он такое делает, вот вы его вдохновили на это. Но он очень стесняется вам об этом сказать, либо стесняется показать. Может быть, ему не совсем нравится, да, то, что он там создал, сотворил. Но что-то он такое делает. Может, кстати, и рисует вас. Тоже может отыграться. Может, портрет ваш где-то заказал, чтобы, знаете, вот с фотографией перерисовали. Но вот как что-то есть, пока он об этом сказать не может, потому что его не удовлетворяет тот результат. А вот когда все сложится, да, вы обязательно узнаете. У кого-то отыграется, что он стихи пишет, вам посвящает, у кого-то песни, у кого-то рисует, да, рисует ваши портреты. Ну что, мои хорошие, мужчина влюблен, мужчина прям спешит к вам. Не может вот он без вас, понимаете, не хватает ему вас. Прекрасная отсыпка и послание прекрасное. Здесь все про любовь, про чувства, про нежность и про любовь. Вот посыл, что я тебя люблю, да, не смотри на других, мне тебя не хватает, и вот я что-то с деньгами, да, с деньгами к тебе, и сюрприз у него тоже для вас есть. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, берегите себя, всем пока-пока.